преддверии Нового года глава Ленского района Жумар Табельманов подвел итоги 2022 года. Жумар Табельманов рассказал представителям средств массовой информации об основных направлениях работы, а также о поставленных задачах на 2023 год. В первые дни приняли решение о выделении каждой семье мобилизованной по 50 тысяч рублей. Да? Каждой семье. Помимо этих денег, также республика выделяет каждой мобилизованной семье по 200 тысяч выплаты, единовременной выплаты. Плюс также у нас фактически идет помощь именно по газификации. Фактически мы освободили, скажем, от родительской платы в детских садиках, бесплатное горячее питание. Ну, все остальное, все привилегии, это бесплатный проезд в автобусах также для всех детей сохраняется. Помимо этого, мы каждой семье индивидуально рассматриваем адресную помощь. Да, если каждая семья обращается, есть проблемы, мы, соответственно, подходим к каждой семье индивидуально. Поэтому в ближайшее, по-моему, по крайней мере, в ближайшее время, я думаю, что мы двум семьям, скажем, мобилизованных, скорее всего, в январе-феврале выдадим, уже получить квартиры вне очереди, да, это наши работники наших бюджетных, скажем, учреждений. Сбор адресных посылок, о которых сказал глава района в своем интервью, уже начался. Он проходит в Комитете по молодежной и семейной политике. Надо сказать, что принести сюда можно не только адресные посылки, но и для любого военнослужащего. Поименно посылки нашим мобилизованным, кто сейчас служит на специальной военной операции, и налажен транспортный коридор. Все посылки до Нового года мы очень надеемся, что наши военнослужащие получат. Ленчане, как всегда, активно откликнулись на объявленную акцию и в короткие сроки собрали тонны необходимых вещей и продукты питания. Мы сегодня привезли гуманитарную помощь, получается, от населения села Анатора. Все наши граждане закупили все необходимые продукты питания длительного хранения. Консервы, продукты питания, макаронные изделия, и где-то есть теплые одежды, носки. Уже вторую помощь оказываем. Как Комитет по молодежной политике объявляет сбор, и мы охотно, наше население села, охотно идет к этому. Районная администрация оказывает помощь не только самим мобилизованным, но и, конечно, их семьям. Так, родственникам военнослужащих предоставляется субсидия в размере 150 тысяч рублей на газификацию частного дома. На сегодняшний день к газу подключено 70 домов. Работа продолжается и дальше. Все вышеуказанные категории граждан могут подключиться к газу в этом году, если его сети подведены границам земельного участка. Хочу обратиться ко всем жителям города Ленска, кто желает газифицироваться в 2022 году, кто имеет нулевые врезки, можете обратиться в Сахатранснефтегаз на подписание договора и обратиться непосредственно в администрацию за единовременной материальной помощью. Максимальная сумма единовременной материальной помощи 150 тысяч рублей. В принципе, этой суммы достаточно на все виды работ. Сюда входит и приобретение котла, и проведение строительно-монтажных работ внутри домовых участков. На сегодняшний день социальные выплаты уже произведены 2 малоимущим гражданам и 1 мобилизованному. Прием заявок продолжается и дальше. В Ленском районе продолжается развитие сельского хозяйства. В этом году снова открыты новые сельхозобъекты. Продолжается оказание помощи фермерам. Сегодня развитие сельскохозяйственной отрасли считается одним из приоритетных направлений работы в районной администрации. Самое важное, по словам Жумарта Абельманова, это доступная, недорогая и качественная продукция. Такую произвести могут только местные предприниматели. В сегодняшний день мы должны быть владельцами своего производства, хозяевами своей продукции выпускаем, чтобы мы сегодня должны контролировать цены. Это можно сделать только имея свое производство, да, совместное хозяйство. Поэтому наше Батамайское головное предприятие, как холдинг, она также развивается. Мы сегодня отдельно вывели торговый бытовой кооператив, который называют наш Ленский фермер, который занимается именно сбытом нашей сельхозпродукции. Она добывает сегодняшний день и овощи, и, скажем, то, что наши производят, скажем, сельские овощеводы, и плюс всю продукцию Батамайского, подвозят необходимую продукцию также с материка. Долгожданное событие – открытие нового телятника состоялось 2 месяца назад. Сегодня он стал первым и единственным в городе. На протяжении многих лет предприятие осуществляло свою деятельность только в селе Батамай. Там в прошлом году был открыт телятник на 200 дойных коров. Но с развитием предприятия и увеличением поголовья условия содержания стали стесненными. Требовалось дополнительное место. По решению главы района под новый телятник было выделено заброшенное здание птичника в городе. На реконструкцию помещения было затрачено 12 миллионов рублей. Все средства из бюджета самого предприятия. За неполных 2 месяца мы
мы смогли здесь провести колоссальную работу. Этот коровник полностью механизирован, установили отопление, навозоудаление механизировано, автоматизированное поение, а также соседство с пашней подразумевает то, что мы навоз будем вывозить на пашни, удобрять наши пашни. То есть здесь мы в будущем планируем создать полноценное теханское отделение, которое будет специализироваться на производстве мяса. Первые обитатели телятника переехали сюда месяц назад и уже обвыклись на новом месте. Сегодня коллектив успешно занимается откормкой молотника. И, конечно, радостно то, что мы сюда переезжаем, то, что не будем скучно там стоять. И есть отдельное уже разделение, то, что вот мясная отрасль и молочная. Вот, в принципе, работы ждет много. Ну, надеюсь, все справимся. Здесь, на птичнике, как уже стало понятно, вся работа предприятия будет направлена на производство мяса. Сегодня на его территории заканчивается строительство убойного цеха. За несколько лет предприятие Батамайское в разы увеличило надой молока. Теперь в год он составляет 1 миллион тонн. Ежедневно 264 дойные коровы дают 2 тонны 200 литров молока. На этом, конечно, останавливаться никто не планирует. В следующем году, как нам рассказал глава района, будет открыт еще один телятник в городе на 250 голов. Ленский район можно считать в десятке лучших районов по показателям. И на сегодняшний день концепция Западной Якутии она утверждена, и мы считаем, что флагманом данной работы Ленский район однозначно только едет. Сегодня предприятие оставляет на прежнем уровне и цены на свою продукцию. Она в разы дешевле привозной. Несмотря на это, Батамайская расширяет объем производства и увеличивает список наименований выпускаемой продукции. В Атанахаре мы в этом году запустим уже где-то к маю месяцу новый коровник на 120 голов. Сейчас мы проектируем специальные, наверное, модульные, быстро возводимые коровники для наших начинающих фермеров где-то из-за расчета на 50 голов. Потому что сегодняшний день, надо понимать, что если человек развивается, надо первоначально, скажем, на стартовом этапе человеку обязательно помочь. Также в этом году продолжили субсидии на покупку техники, оборудования для наших фермеров, для наших овощеводов, для наших коневодов. В следующем году также построить новый телятник, дополнительно отремонтировать на 250 голов, запустить свинарник на 300 голов. Также в следующем году планируется запустить в работу овощехранилище. Довести ремонтные работы до конца в этом году не дала погода. Но 1 августа 2023 года этот долгожданный объект наконец-то появится в Ленске. В помещении будет 2 блока по 1500 квадратных метров, где будет производиться переработка, пакетирование и хранение овощей. У наших овощеводов будет возможность в следующем году уже голова болеть не будет. Мы осенью практически будем всю их свободную продукцию скупать и сами на рынке реализовывать. Скажем, уже это будет через это будет наш торгово-золотой кооператив происходить. Из-за дождливого лета животноводы в этом году не смогли заготовить сено. Видя эту проблему, глава района принял решение помочь предпринимателям и выделил из местного бюджета на поголовье по 35 тысяч рублей на приобретение кормов. Также Жумарт Абельманов в разговоре на тему производства и реализации местной продукции сделал акцент на том, что ее стоимость повышаться не будет. Наша овощная продукция, наша мясная продукция, молочная продукция, она не поднимется и в следующем году. Мы сохраним в его ценах 2020 года, все цены так и будут сохраняться. Наша хлебная продукция, что сегодня производит на молокозавод, она тоже будет стабильной, и она будет неизменной. Продолжится в этом году и ремонт социальных учреждений. Детские сады, школы нуждаются в постоянном содержании. Ежегодно на эти цели выделяется порядка 150 миллионов рублей. В этом году был сделан акцент на спортивные учреждения. Отремонтированы 2 спортзала – Дю США и Карат. На ремонт здания «Карат» из районного бюджета было выделено 24 миллиона рублей. В спортивном зале отремонтирована кровля, заменена канализационная система, полы, окна, двери, проведена облицовка стен, отремонтированы тренерские, подсобные помещения, раздевалка и душевые. Как и прежде, в «Карате» будут функционировать 5 секций. Это настольный теннис, баскетбол, футбол, бокс и пауэрлифтинг. Все спортсмены во время проведения ремонта занимались в других спортзалах. Во время ремонта у меня, получается, мы занимались в спортзал «Олимп», плюс еще занимались в частных где-то залах. Но сейчас будем нас собирать, коллектив, обратно. Спортивный комплекс «Карат» был построен в 2001 году. Ремонта с тех пор здесь не было. После проведения такого глобального спортсмены ожидают больших изменений, а главное – тепла, которого прежде там не было. Сегодня для спортзалов закупается оборудование. Также проведена реконструкция спортивного зала для инвалидов. На следующий год заложено почти 2 миллиона рублей на приобретение специального спортивного оборудования.
В этом году активно работала программа социальной газификации. Выполнен большой объем работ. У нас должно было быть газифицировано порядка 160 частных владений, которые подали заявку в Ленгаз. По сути говоря, все они отработаны, к этим всем людям, скажем, газ подведен, но сейчас осталось только именно подключение домовых сетей. Но я думаю, что до конца года, по крайней мере, эта работа будет также завершена. Второй год под патронатом районной администрации работала детская оздоровительная база «Алмаз». Многое в лагере изменилось. Проведены ремонты, закуплена мебель и аттракционы. В этом году мы полностью отремонтировали, как вы знаете, бассейн. Соответственно, у нас появились новые скалодромы, новые игровые площадки. Полностью были приведены корпуса в порядок. В этом году заложены полностью, мы меняем все теплосети. Корпуса планируется строить круглогодичные, чтобы и в зимний период их можно было использовать. Также в планах строительства быстро возводимого здания под досуговую деятельность, а это уже пожелание детей. На следующий год тоже намечены большие планы. Приоритетными станут образование, спорт, культура, социальные программы и поддержка поселений. Это порядка 2,5 миллиардов рублей. Предусмотрен ремонт дорог, приобретение техники. Приняли решение, скажем, в первом квартале закупить еще 4 автобуса дополнительно для границы, чтобы вообще эту проблему разрывов перевозок и включить дополнительные, скажем, маршруты, да, и часовые, маленько поменять маршруты по часам, где-то, может быть, на полчаса раньше утром и вечером на полчаса позже, чтобы автобусы уходили. Да, мы сегодня смотрим жалобы людей, смотрим, где можно подкорректировать, в этом году это направление сделаем. Да, дороги, на следующий год, конечно, ремонт дорог у нас предусмотрен обязательно. Это дорога, все-таки аэропорт, дорога дачи, дорога между Витимом и Передуем. Мы постараемся по этим сделанные сметы, мы заявку подали в фонд наш республиканский по ремонту дорог, должны оттуда деньги, я думаю, что наши проекты пройдут, мы оттуда получим дополнительные средства на ремонт этих дорог. В завершении своего интервью, так как оно проходило в преддверии Нового года, глава Ленского района не смог не обратиться к ленчанам и жителям всей республики с пожеланиями добра и счастья. Не так давно прошли мои выборы. Я всех людей благодарю очень за то, что вы меня поддержали, оказали доверие. Для меня это очень важно. Поэтому я обещаю, что 5 лет работаю на благо людей нашего района, соответственно. И хочу сказать, на преддверии Нового года всем пожелать наступающим Новым годом крепкого здоровья, благополучия, счастья и удачи во всех делах.